Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Расскажем коротко о главных темах в сегодняшнем выпуске. Органы прокуратуры Абхазии подвели итоги работы за прошлый год. В Сухуми отметили 35-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. Проблему иммунизации детского населения Абхазии обсудили за круглым столом, организованным Минздравом республики. Премьерный показ романтической комедии «Только не падай» состоялся на культурно-деловой платформе ГУМА. В прошлом году правоохранительными органами республики было зарегистрировано 665 преступлений. Органами прокуратуры возбуждено 514 уголовных дел, из них 211 связаны с оборотом наркотиков и культивированием запрещенных растений. Органы прокуратуры Абхазии подвели итоги работы за прошлый год. В коллегии приняли участие президент Аслан Бжаня, спикер парламента Лаша Ашуба, председатель СГБ Тимур Ахиба, председатель Верховного суда Саида Будба. Репортаж Али Китрабш. 318 нарушений законодательства выявлено в 2023 году. Внесено 126 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 4 человека, к административной – 60. Значительное внимание уделено соблюдению налогового, бюджетного и административного законодательства. За период с 2020 по 2022 годы в действиях должностных лиц инспекции по городу Сухум выявлены нарушения в части своевременного и эффективного контроля за налогоплательщиками и индивидуальными предпринимателями, состоящими на налоговом учете в инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Сухум и не сдавшими налоговые декларации в установленный законом срок. Учитывая, что несвоевременная сдача индивидуальными предпринимателями в налоговый орган налоговых расчетов деклараций создает условия для возможного искажения сведений о полученных доходах и расходах, что влечет за собой занижение налоговых поступлений в бюджет, а также учитывая, что выявленные нарушения налогового законодательства в действиях должностных лиц инспекции носят длящийся характер, по результатам проверки внесено представление в Министерство по налогам и сборам с требованием устранения выявленных нарушений и принятия мер, направленных на организацию работы по усилению контроля за соблюдением налогового законодательства. Работа Генпрокуратуры также была сосредоточена на вопросах соблюдения банковского законодательства, а также законодательства о здравоохранении, энергетике и иных нормативно-правовых актов. В 2023 году правоохранительными органами республики было зарегистрировано 665 преступлений, что на 13 единиц меньше аналогичного периода 2022 года. Значительное уменьшение числа зарегистрированных преступлений наблюдается в линейном управлении МВД на 36 единиц. Увеличено число преступлений в Глурыбском районе на 9 единиц, в Ачимчирском на 14, что составляет 61 преступление. Отрадно отметить уменьшение количества тяжких и особо тяжких преступлений – 225 единиц. Их раскрываемость увеличилась и составляет 64,9%. В 2023 году зарегистрировано 17 преступлений по факту убийства с покушениями. Из них раскрыто 15. Аналогичный период зарегистрировано 18 убийств, все раскрыты. В структуре массива зарегистрированных преступлений значительную долю продолжают составлять кражи, незаконный оборот наркотиков и оружия. За 2023 год зарегистрировано 211 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и культивированием запрещенных возделываний растений, содержащих наркотические вещества. За аналогичный период 255. Что составляет 31,7% от общего числа зарегистрированных преступлений. Раскрыто 182. 95 краж, что составляет 14% от общего числа зарегистрированных преступлений. Раскрыто 57. 73 преступления связаны с незаконным оборотом огнестрельного оружия. За аналогичный период 120, что составляет 11% от общего числа зарегистрированных преступлений. Раскрыто 56. За отчетный период зарегистрировано 22 преступления, относящихся к корыстно-насильственным, убийства из корыстных побуждений, похищение граждан, разбойное нападение, грабежи, что на одно преступление больше, чем за аналогичный период 2022 года. Относительно раскрываемости данных видов преступлений следует отметить, что имевшее место одно убийство из корыстных побуждений раскрыто. Из 4 разбойных нападений раскрыто 1. Аналогичный период 6, раскрыто 3. Из 14 грабежей
все раскрыты. Аналогичный период из 12 грабежей раскрыто 8. Из 3 похищений граждан также все раскрыты. Аналогичный период одно и то же раскрыто. Таким образом, количество корыстных насильственных преступлений остается на одном уровне с прошлым годом. Однако, что касается раскрываемости преступлений данной категории, наблюдается положительная динамика. Ситуация с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ по-прежнему остается сложной. В отчетном периоде зарегистрировано 211 преступлений данной категории, что на 44 единицы меньше, чем в 2022 году. Выявлено несколько фактов крупных партий наркотических средств у лиц, занимающихся их сбытом, однако остаются безнаказанными организаторы данных преступлений. Ситуация на дорогах страны также остается крайне сложной. Основные причины возникновения ДТП, как и прежде, управление автотранспортным средством в состоянии опьянения, превышение скоростного режима, грубое нарушение правил обгона и маневрирования. За анализируемый период в Республике Абхазия имело место 186 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 57. По 68 дорожно-транспортным происшествиям возбуждены уголовные дела. За аналогичный период 2022 года имело место 214 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 64 человека. Таким образом, число дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 28, а количество погибших на 7. На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры выступил президент Аслан Бжания. Главная идея, которым должны руководствоваться все государственные служащие, все ветви нашей власти, это укрепление нашей государственности. Потому как наше государство – это наш с вами общий дом. В последнее время, последние годы происходит очень много событий по всему миру, которые носят фундаментальный характер и могут изменить контуры многих государств. В огромном количестве мест идут боевые действия. Нет такой республики, как Нагорно-Карабахская республика. По факту ее нет. Для чего я об этом говорю? Я хочу ваше внимание акцентировать на самых важных вещах. И хотел бы отметить особенную роль Генеральной прокуратуры в плане укрепления нашей государственности. На пути строительства нашего государства мы сталкиваемся с разными препятствиями. Вы знаете о том, что мы не всеми признаны, в отношении нас предпринимаются недружественные действия и открытого характера, и закрытого характера в том числе. Поэтому я обратил бы ваше внимание на это, на противодействие, которое оказывается нашему государству со стороны недружественных стран. Президент особо отметил наличие факторов, негативно влияющих на дружественные связи с Российской Федерацией. В последнее время мы видим, что в нашей стране есть силы, которые препятствуют нашему развитию. В нашей стране появились силы, которые бьют по взаимоотношениям с нашим практически единственным союзником. Хотел бы напомнить вам слова Владислава Арзамба. В основе существования нашего государства абхазского две силы. Это волеизъявление народа Абхазии и поддержка Российской Федерации. В последнее время участились случаи, причем они как-то синхронизируются, если мы обсуждаем вопросы межгосударственных отношений с Российской Федерацией, здесь начинается определенная информационная атака по дестабилизации обстановки в Абхазии, по разрушению нашей государственности. В завершении президент поблагодарил сотрудников прокуратуры за проделанную работу и подчеркнул особую значимость выполняемой ими миссии. На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры также с докладами выступили и районные прокуроры. Аля Катапш, Алексей Глухава, Абхазское телевидение. Аслан Бжания подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по проведению памятных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, второго президента Абхазии Сергея Багапш. Возглавляет комиссию вице-президент Бадра Гунба.
Вице-президент Бадра Гунба провел второе заседание Государственной комиссии по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулия и 105-летию со дня учреждения газеты «Апсне». На повестке было рассмотрение и обсуждение предложений, поступивших в Государственную комиссию. Был одобрен перечень к изданию художественной и иной литературы Дмитрия Гулия. Также рассмотрен и одобрен план мероприятий города Сухум и составление сборника на абхазском и турецком языках воспоминания. Бадра Гунба поручил Министерству культуры совместно с комиссией по монументальному искусству провести до конца этого года конкурсы на лучшие проекты бюстов Гулия, которые установят в селах Адзюбжа и Тамыш взамен разрушенных во время войны народа Абхазии. Министерству рекомендовано также провести конкурс «Лучшая песня на стихи Дермита Гулия». В ходе заседания участники комиссии приняли решение обратиться к президенту с рядом предложений. Объявить 2024 год годом Дмитрия Иосифовича Гулия. Увеличить на 100% размер денежного вознаграждения государственной премии имени Гулия в области литературы, искусства и архитектуры. Выпустить в этом году памятную монету Абхазии из серии «Выдающиеся личности Абхазии». В течение года в учебных заведениях будут организованы фотовыставки, конкурсы чтецов и знатоков жизни и творческого пути Гулия. Юбилейные вечера. Кроме того, будет разработан туристический маршрут по следам, связанным с именем Дермита Гулия. Ситуация с природными возгораниями в Абхазии остается напряженной. За минувшие сутки сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию природных пожаров почти по всей республике. Сухостой и подлесок, охваченные огнем, тушили в Гагарском, Гудаутском, Гулрыбском, Ачимчирском, Галском районах. Природные пожары были зафиксированы в Гагре, Пицунде, Гулрыбше, селах Джирха, Аджибжа, Маркула, Мук, Шашикара. Основная причина природных пожаров – это человеческий фактор. Граждане республики самовольно и бесконтрольно поджигают сухостой на своих приусадебных участках для их санитарной очистки. Свыше 300 уроженцев Абхазии участвовали в афганской войне. 11 из них получили ранения, 16 погибли, 13 посмертно награждены орденом Красной Звезды. В Сухуме отметили 35-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. Почтить память погибших воинов-интернационалистов и возложить цветы к памятнику российским миротворцам пришли сотрудники российского посольства, представительства Россотрудничества, Дома Москвы в Сухуме, КСОРС, 7-й российской военной базы, Минобороны Абхазии, Союза воинов-афганцев. Репортаж Асиды Малия. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. И именно эта дата на протяжении 35 лет отмечается как День памяти погибших воинов, исполнявших свой интернациональный долг. 9 лет шла кровопролитная война на афганской земле. Ввод советских военных подразделений нес одну цель – урегулирование конфликта, в котором в общей сложности погибло более 15 тысяч человек. В числе интернационалистов были уроженцы Абхазии, на тот момент военнослужащие советской армии. Мурман Бганба был в числе призванных на службу в 1979 году. После 3 месяцев службы в Казахстане он оказался среди тех, кого перебросили в воюющий Афганистан. Ну, мы ночью попали туда, значит, на поездах нас взяли, Термезе, а с Термеза туда нас перебросили в Афганистан. Мы там служили. Со мной были Отар Палаванзия, Сурцум Иосиф, значит, он бедный умер, Блабовцы, братья. Очень многие ребята, значит, находились с нами рядом, прошли войну и с ранениями, и без ранения, которые приехали. Ну, война как война, но непривычно было. Первый раз, ну, когда молодые, как говорится, это 18-19 лет, а потом, как говорится, попасть и такое видеть, тем более в мирное время. У нас было 15 человек, и все из 15 все вернулись, значит, в нашей группе, да. Мы в одном месте были в Каменногорске, и всех нас забрали туда. Свыше 300 уроженцев Абхазии были участниками афганской войны. На поле боя сложили головы 16 героев. В честь памяти упавших у памятника российским миротворцам состоялся митинг. В нем приняли участие ветераны, интернационалисты, представители абхазских и российских организаций и силовых структур, общественность.
Этот день для всех, кому далекий Афган, стал не только полем битвы, но и школой мужества, началом великого воинского братства. Всего в период с 1979 по 1989 годы в боевых действиях на территории Демократической Республики Афганистан приняли участие свыше 300 наших соотечественников, уроженцев Абхазии. Среди них и прославленные военачальники Вооруженных сил Республики Абхазия, такие как Владимир Георгиевич Аршба, Мираб Борисович Кишмария, Виктор Шаликович Какалия и многие другие. Совсем юные, без должного военного опыта солдаты выполняли боевую задачу. Воины-интернационалисты сегодня – это живой пример героизма, гражданственности и патриотизма, сказал в своем выступлении глава представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. В этот день мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и 1,5 миллиона российских соотечественников, принявших участие более чем в 30 вооруженных конфликтах, и 25 тысяч российских военных отдали свои жизни, исполняя служебный долг в различных точках земного шара – в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике и Анголе. Председатель Абхазского союза ветеранов Афганистана Даур Цылуки в своем выступлении сказал, что участие в боевых действиях в качестве воинов-интернационалистов дало абхазам бесценный опыт, который пригодился в период Отечественной войны народа Абхазии. Сегодня отмечаем 35-летие вывода войск из Афганистана. Это не праздник, это память о тех, кто в разные годы, выполняя свой служебный долг в Республике Афганистан, провели все, как была поставлена задача. Те, которые остались на полях сражения в Республике Афганистан, вечная им память. Всего в афганской войне принимали участие более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольно-наемных граждан СССР. Вывод войск из страны ознаменовало для Советского Союза окончание войны. Асида Малия, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. Президент Аслан Бжаня поздравил главу Абхазской православной церкви Виссариона Аплия с днем рождения. Ваша жизнь – образец самоотверженного служения Богу, людям и своей стране. Вы в полной мере даете всем православным христианам Абхазии ту духовную пищу, которая сейчас жизненно необходима. Отстаиваете древние традиции христианства, защищаете стремление прихожан к добру и справедливости, призываете к милосердию, взаимоуважению, совершению добрых дел. Каждый раз, обращаясь к верующим, вы говорите о важности сохранения веры и духовно-нравственных ценностей, говорится в поздравлении. Аслан Бжаня пожелал Виссариону Аплия доброго здоровья, крепости сил и помощи Божией в служении. В соответствии с планом Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии с 13 по 15 февраля в Гулрыжском, Тхварчалском, Галском и Ачимчирском районах проходили учения штабов территориальной обороны. В соответствии с тем, что компания «Псноойл» давно сотрудничает с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами, для проведения учений в Ачимчирском районе была предоставлена автозаправочная станция «Подорожник» в селе Маркула. Главной целью практических занятий стала ликвидация террористических групп в районе и обеспечения безопасности. В учениях приняли участие руководство района, военного комиссариата, службы госбезопасности, МЧС, миграционной службы, Минздрава. Основная задача в том, чтобы штаб территориальной обороны, то есть, руководство района в этой сложной оперативной обстановке научилось действовать. Да. Для этого, все эти тренировки они проводятся. Отрабатываются учебные планы, которые сюда направлены генеральным штабом. На станции «Подорожник» очень хорошо налажено взаимодействие между Министерством обороны и в целом компанией «Псноойл». На наше обращение штаба территориальной обороны предоставила свой объект. Это заправочная станция, которая расположена здесь, в Меркула. Вот. И, вы уже наблюдали все, что там происходило. Мы даем хорошую оценку действиям и работников самой станции, и, соответственно, тех, кто локализовал все эти события, которые там происходили.
Эдуард Будба встретился с председателем фонда ОМС Ильей Баланиным. Встреча прошла в рамках рабочей поездки главы Минздрава в Российскую Федерацию. Стороны обсудили вопросы доступности оказания гражданам Абхазии, имеющим полис обязательного медицинского страхования, качественной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной во всех субъектах России по программе ОМС. Проблему иммунизации детского населения Абхазии обсудили в Сухуме. Круглый стол был организован Минздравом республики. Специалисты привели статистику вакцинации детей в соответствии с национальным календарем прививок, а также рассказали о росте коклюшной инфекции в стране. Детали у Рады Чичава. Проблема низкого уровня иммунизации населения, в особенности детей, не нова для нашей республики. Массовая вакцинация является одной из наиболее успешных мер общественного здравоохранения. Но за последние годы, по словам представителей медицинского сообщества, уровень иммунизации населения Абхазии не столь высок, как хотелось бы. Как отметила Алла Беляева, главный санитарный врач республики, с прошлого года наблюдается рост заболеваний коклюшем. За прошлый год по республике Абхазия зарегистрировано порядка 900 случаев коклюша. За январь текущего года по республике Абхазия у нас зарегистрировано 72 случая коклюша, из них 66 случаев дети до 14 лет. Коклюш – это острая инфекция, характеризующаяся воспалением слизистой оболочки верхних дыхательных путей и возникновением мучительного кашля. Заболевание крайне заразно, но контролируется своевременной вакцинацией. Однако, по словам Аллы Беляевой, на данный момент в Абхазии наблюдается крайне низкая прививочная активность, а коллективный иммунитет помог бы избежать вспышки заболевания. Педиатр Республиканской детской больницы Марина Гегия рассказала, что ситуация со вспышкой коклюша на данный момент очень серьезная. Течение заболевания, опять-таки же опираясь на прошлый год, видя течение у детей младшего года, очень много было осложнений, да, то есть дети с тяжелыми пневмониями, с тяжелыми бронхиолитами, которые нуждались в лечении именно в палате интенсивной терапии, в реанимационном отделении. Как отметил главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния, большинство заболевших в республике – дети. Зафиксировано множество случаев тяжелых осложнений. За 2023 год 28 детей были отправлены на лечение за пределы Абхазии в тяжелом состоянии. Самому младшему из них – 12 дней от роду. Стационарно за прошлый год до 200 больных прошло через нашу больницу. Это стационарно, амбулаторно, которые приходили и уходили, ставили на учет в детской поликлинике, того больше. Потому что это огромное количество для Абхазии. И что хочу отметить, практически 100% все эти больные были не привиты. Это категория очень тяжелых больных, когда осложняются дыхательной недостаточностью, пневмониями. Практически 10% нуждаются в лечении в реанимационном отделении. При значительном снижении уровня вакцинации теоретически могут вернуться давно регулируемые болезни – корь, краснуха, туберкулез и другие. Единственный способ обезопасить себя и своего ребенка – это своевременная иммунизация. По словам врача-педиатра Эсмы Гуния, на данный момент уровень вакцинации детского населения составляет всего 24%. В нашем случае, если мы взяли 3 последние года, это 21, 22, 23 год, да, были причины и медотводов в связи с ковидом, родители боялись, медики не делали какой-то период, был такой момент, и цифры, которые я могу сегодня привести, это по АКДСу на 2021 год, это было 14% детского населения привито, на 2022 год было 17,3% детей привито, и на 2023 год это составляет 24-36% детского населения, подлежащих вакцинации, которые получили в должном количестве вакцину. Коллективный иммунитет, способный защитить от инфекций и вирусов людей, которым по состоянию здоровья нельзя вакцинироваться, формируется на 95% иммунизации всего населения.
Как отметила Асида Матуа, заместитель директора по научной работе Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, все вакцины, которые сейчас применяются в республике, абсолютно безопасны. Доклинические испытания успешно были пройдены. Хочу уже спокойно могу озвучить, что в 2023 году были завершены клинические испытания, также успешно. Да, уже на большой когорте все 3 этапа клинических испытаний были завершены. Это вакцина, которую изобретенная нашими коллегами из Института Гамалея, и мы уже сотрудничаем с ними много-много лет, не только по этому вакцинному препарату, но и по другим. И как специалист, который непосредственно занимается испытанием, да, и апробацией этих вакцинных препаратов, могу сказать с уверенностью, что ни одна вакцина, которая может привести реальный вред или угрозу пациенту, в свет не выводится. Это просто невозможно. По словам Ады Абухба, главного врача Сухумской детской поликлиники, за все годы использования вакцин среди подрастающего поколения республики серьезных осложнений выявлено не было. Те незначительные подъемы температуры в первые сутки, там небольшое уплотнение вместе инъекции, это все не считается побочным действием. Это то, что сопутствует вакцинации, то, что изложено в инструкции. Так же, как рассказала Алла Беляева, для безопасности детских коллективов санитарная служба совместно с Министерством здравоохранения направили письмо в Минпросвещение о запрете приема в детские дошкольные учреждения непривитых детей. Этот запрет действует, пока идет вспышка коклюша. В настоящее время в парламенте находится закон об иммунопрофилактике. Первое чтение он уже прошел, он готовится ко второму чтению, где данная позиция будет закреплена законодательно, то есть в эпидемический период. Независимо, именно в эпидемический период, когда есть серьезный рост заболеваемости, вакциноуправляемой инфекции, будет это коклюш, будет это корь, будет это дифтерия, либо другая вакциноуправляемая инфекция, государство оставляет за собой право не допускать в детские дошкольные учреждения, а также в школы детей, не имеющих защиты от данного заболевания. Начальник лечебно-профилактического управления Министерства здравоохранения Абхазии Батал Кация призвал родителей проявить ответственность и вакцинировать своих детей, в первую очередь ради безопасности самих детей и всего общества. Когда маленький ребенок синюшный лежит, ему тяжело дышать, и все стоят взрослые и думают, как ему помочь. Это ужасное зрелище, поверьте. И слава Богу, пока еще обходилось у нас, дай Бог, без каких-то печальных последствий. Это комплексные вакцины, комбинированные. Если мы не будем их делать, то дальше мы можем сказать с уверенностью, что у нас будет еще одна вспышка других заболеваний, более сложных. Как отметила Саида Делба, заместитель министра здравоохранения Абхазии, необходимо рассказывать людям о важности вакцинации, и ведомство будет и дальше проводить эту работу. Путь у нас только один – объяснять людям и говорить о том, что есть необходимость, это важно, это наше будущее. Поэтому по результатам того, что мы сегодня общались, будут предложения, мы будем формировать один еще единый документ, который будет отражать наше видение и дальнейшие действия Министерства здравоохранения совместно со всеми подведомственными лечебными учреждениями. Касаясь вопросов столь важных, как иммунизация общества, необходимо помнить, что ответственное отношение каждого гражданина к вакцинированию – это в первую очередь защита себя и своих близких. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение. В последние годы абхазские школьники активно принимают участие в различных международных олимпиадах и конкурсах, которые открывают перед ними большие перспективы. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства просвещения Абхазии с различными российскими образовательными организациями. О каких мероприятиях идет речь, расскажет Лаура Капш. В прошлом году между Минпросом и Всероссийским детским центром «Смена» было подписано соглашение, в рамках которого у абхазских школьников появилась возможность участвовать в различных мероприятиях за пределами нашей страны. Одним из таких мероприятий стал просветительский проект «Смена вдохновения». Участники познакомятся с основами импакт-предпринимательства, а также сами примут участие в создании импакт-проекта. Речь идет о проектах, которые решают важные социальные или экологические проекты. На основании общего конкурса
конкурсного отбора организаторы мероприятия пригласили к участию 20 граждан из Абхазии от 14 до 17 лет. Если отборочный тур проходил в онлайн-формате, то финал будет проходить в очном. Дети с 6 по 19 марта будут отправлены в Анапу, где они в течение 2 недель пройдут образовательные мероприятия, которые проводятся программы в смене. Кроме того, Россотрудничество при поддержке Министерства просвещения нашей страны проводит ежегодный международный конкурс юных чтецов «Живая классика». Это соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. По результатам республиканского отборочного этапа, который пройдет 1 марта в Сухуми, победители приглашаются в международный детский лагерь «Артек». Финал будет проходить в Международном детском центре «Артек». Имеют возможность с каждого района представителей участвовать по 3 человека, это от 14 до 20 лет. То есть также финалисты проходят, например, скажем, в Анапе, то суперфинал будет проходить в Санкт-Петербурге, куда также будут дети отправлены, которые проявят себя. Министерством просвещения Абхазии и Московским государственным институтом культуры проводится Международная олимпиада «Креативный код». Мероприятие проводится впервые при поддержке Минкульта Российской Федерации. Олимпиада объединяет такие направления, как культурология, дизайн, декоративно-прикладное искусство, хореография, социально-культурная деятельность, режиссура театрализованных представлений. Проявившиеся себя дети будут иметь возможность поступить бесплатно по линии Россотрудничества по квоте, это магистратура и бакалавриат. Еще один совместный проект Министерства просвещения Абхазии и Россотрудничества – республиканский конкурс творческих работ среди учащихся общеобразовательных школ Абхазии в возрасте от 14 до 18 лет. Конкурс проводится в целях стимулирования интереса школьников к изучению своей страны в контексте абхазо-русского историко-культурного наследия, воспитания у школьников уважения к традициям. Каждый школьник имеет возможность рассказать про свою улицу, про свой край, про свою родину. То есть и самые лучшие работы также будут выбраны, и также будут призовые места и так далее. То есть на данном этапе проводится много мероприятий, и планируется еще больше мероприятий, куда, конечно же, Министерство просвещения будет заинтересовано отправлять, и чтобы школьники принимали участие и проявляли себя. Для участия в конкурсе до 25 марта необходимо направить творческую работу на электронную почту конкурса, которую вы сейчас видите на экране. Также подробную информацию о вышеперечисленных мероприятиях и олимпиадах можно узнать на официальном сайте Министерства просвещения Абхазии и Россотрудничества. Лаура Капш, Нарсот Цулукия, Абхазское телевидение. В социальных сетях с недавнего времени появилась информация о проведении в школах так называемого анкетирования детей и просьб предоставить информацию о гражданстве ребенка. Родители учащихся обеспокоены данным вопросом. Ситуацию нам прокомментировали в Министерстве просвещения Республики. По исполнению порядка осуществления мониторинга лиц граждан и неграждан, временно проживающих на территории Республики Абхазия, по постановлению Кабинета министров от 30 октября 2023 года, то есть Министерством просвещения, были направлена информация в образовательные учреждения Республики Абхазия с последующей информацией, чтобы предоставили, сколько и какие гражданства имеют школьники, обучающиеся в данных учреждениях, то есть это иностранные граждане, например, то есть кто какое гражданство имеет. В последнее время, последние дни можно увидеть, что в социальных сетях особенно идет большая, так скажем, дезинформация, тоже можно сказать, в связи с тем, что люди начали досмысливать в разном направлении о том, что якобы по каким-то там информационным или и так далее нужно. То есть это все проводится с Министерством просвещения совместно с миграционной службой. То есть от миграционной службы Республики Абхазия поступило письмо на имя министра просвещения Республики Абхазия, где
они просят предоставить информацию по временной прописке и так далее, находятся на территории Абхазии, то есть для того, чтобы просто мониторить информацию. И то хотелось бы отметить о том, что никто не составляет списки на тех или иных граждан, то есть просто идет количество, кого и каких гражданств владеют обучающиеся школьники. А также Министерством просвещения совместно с АБГ имени Дмитрия Иосифовича Гуля проводится анкетирование в младших классах на знание абхазского языка с последующим изучением и анализом ситуации, то есть для того, чтобы знание абхазского языка, так скажем, подойти по новой методике, по новым технологиям, то есть исходя из этого, то есть чтобы просто хотя бы было понимание в младших классах, какой процент владеют абхазским языком, также, то есть и какие, то есть предпосылки в последующем делать, какие шаги, то есть приступить к этому. О том, что опять-таки хотелось бы развеять разного рода слухи, то есть это проводится совместно с Министерством просвещения, совместно с АБГ, то есть ничего такого, то есть о том, что в интернетах пишут, не соответствует действительности, можно сказать. То есть это все, то есть и в прошлом году такие информационные анализы проводились. Меморандум о сотрудничестве подписали Апснемедиа и Евразийская медиагруппа. Церемония подписания проходила в Москве в посольстве Абхазии в России. Стороны договорились об информационном сотрудничестве, а именно освещении событий, представляющих интерес для внутренней и международной жизни Республики Абхазия и Российской Федерации. Подробности в следующем репортаже. Евразийская медиагруппа и Апснемедиа при содействии представителя МИД Абхазии по взаимодействию с Евразийской экономической комиссией Вахтанга Пипии заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписали руководители медиагрупп Сергей Деменский и Роберт Джопуа. Как отметил Вахтанг Пипия в лице издания «Евразия сегодня», Абхазия получит площадку, благодаря которой актуальная повестка республики будет шире представлена на евразийском пространстве. Мы очень хотели бы, чтобы на пространстве Евразес часто звучала Абхазия, презентовали абхазские возможности экономические, презентовали у нас климатические возможности колоссальные. И насколько мне интересно, и с пространства Евразес очень много информационных сюжетов, что попадали в абхазское медиапространство. Абхазия – это страна с многовековой историей, говорит Сергей Деменский. Сотрудничество медиаресурсов – это возможность расширить знания аудитории о традициях и культурных особенностях, подчеркнуть уникальность этой страны, а также представить читателям современную картину событий, происходящих в экономической, общественно-политической, образовательной и других сферах жизни республики. Абхазия маленькая страна, но за свою многотысячную историю она внесла огромный вклад в мировую материальную и духовную культуру, который невозможно переоценить. Но в настоящее время, к большому сожалению, как и другие небольшие государства, Абхазия оказалась на периферии общей евразийской повестки. Мы сегодня подписали соглашение, которое как раз и позволит нам исправить эту несправедливость по отношению к небольшим странам, и в том числе через ту информационную политику, которую проводит сегодня Абхазия, вернуть это государство в общую евразийскую повестку информационного дня. Взаимодействие Апснемедиа и Евразийской медиагруппы позволит наладить обмен контентом, создателями которого являются журналисты национальных медиа. Они, как говорит руководитель Апснемедиа, работают напрямую с источниками информации и более глубоко погружены в тему, а также имеют возможность изучить историю вопроса с привлечением экспертов с учетом местной специфики события. У нас уже было с Евразийской медиагруппой сотрудничество, уже несколько материалов опубликовались на портале Евразийской медиагруппы, на сайте. То есть мы, конечно же, с удовольствием наблюдаем, я в частности, то, что материалы наших сотрудников, моих коллег публикуются где-то помимо на наших ресурсов
И это, конечно же, важнейший момент, когда работа журналиста повторюсь, возможно, о жизни, культуре, быту Республики Абхазия будет еще прочитана где-то, не знаю, за рубежом. В рамках меморандума предусмотрена и реализация проектов, которые будут способствовать расширению и укреплению торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества России и Абхазии. «Только не падай». Премьерный показ романтической комедии состоялся на культурно-деловой платформе ГУМа. Режиссер-сценарист Осман Тарба. Мероприятие объединило участников съемочной группы и приглашенных гостей. Шазина Ханагуа побывала на презентации фильма. Знаменательное событие для молодого абхазского режиссера Османа Тарба. Ведь премьерные показы всегда самые волнительные. В этот день Османа Тарба поддерживали и поздравляли участники съемочной группы и приглашенные гости. Все они собрались еще задолго до начала мероприятия и с трепетом ожидали начала. Вечер дополнила музыка. Идея снять короткометражку у Османа Тарба возникла спонтанно. Фильм рассказывает историю молодого человека, студента, страдающего от синдрома Стенделя, состояние, при котором сильные эмоции могут вызвать потерю сознания. Эта особенность главного героя и стала основой сюжета. Впервые мы обнаружили эту болезнь, когда я записался в футбольный клуб. И да, я там забил свой первый гол. Осман Тарба окончил в АГУ факультет международных отношений. «Я очень хотел попробовать проявить себя в кино», говорит Осман. Ведь он выпускник школы кино и телевидения Останкино. «Только не падай». Вторая работа Османа. Сюжет не взят из реальной жизни. Съемки фильма проходили в Сухуме и в Новом Афоне. Премьера фильма она периодически затягивалась. И решили уже выбрать дату, которая больше всего подходит под фильм. Потому что фильм сам тоже по тематике подходит к сегодняшнему дню, да. Не могу сказать, почему именно такое название. Ну, вы поймете, с чем это связано, посмотрев фильм. Я думаю, наглядный пример, с чем это связано, планируем отправлять на фестивали. Какой-то конкретный сейчас не могу назвать, но у нас прям несколько, у нас там список фестивалей короткометражных фильмов, вот, и на многие отправим. Главные роли в фильме сыграли Кирилл Клименко, Салман Джинджоля, Габриэла Габуня, оператор-постановщик Джану Цурцумя. Серьезно? Такая история у нас была с кастингом. Мы, в принципе, вот все ребята, которые участвуют в съемках, ну, я их всех, можно сказать, достаточно хорошо знаю и, в принципе, знал, на что они все способны. Надо было просто чуть-чуть их раскрыть и расположить к процессу съемочному, и вроде как получилось. Вот, поэтому прям полноценного такого кастинга мы не проводили. Съемки фильма «Только не падай» начались в феврале 2022 года и завершились в 2023 году. Продолжительность картины – 25 минут. Габриэла Габуня – графический дизайнер. Она сыграла роль девушки, в которую влюбится главный герой. Это ее первая работа в кино. Приветик. Не скажу, что прям сложно мне это далось, но было очень интересно входить в этот образ. Слов там у моей героини не было, но в целом эмоционально я должна была как-то передать это все состояние. Я думаю, неплохо справилась с этой задачей. Больше всего во всем этом мне понравилось, конечно, именно понравился процесс съемочный. Это всегда очень интересно, весело, там всегда какая-то особая атмосфера, очень тепло, очень так душевно. Вот. Это больше всего мне нравится. Салман Джинджоля сыграл в картине роль друга главного героя. Он отметил, что в своем персонаже он нашел себя и старался проживать эту роль. Чуть-чуть было трудно входить, а так, в принципе, и персонаж был очень похож на меня. Я думаю, да, какими-то моментами, какими-то там, не знаю, мимикой, может быть, он подходил, либо своими, я не знаю, привычками какими-то конкретными, разговором, характером. Меня когда спрашивали, там тебе что-то платят, я говорю, я должен сверху платить. В плане того, что, это же опыт, это же практика. В любом случае надо практиковаться. И это мне выгодно, в принципе, было. Все было очень круто, да.
много воспоминаний осталось. Я думаю, это навсегда мне запомнится этот день. Фильм «Только не падай» обещает зрителям незабываемые эмоции и нестандартный подход к рассказу истории. Он показывает, что, несмотря на свои особенности, каждый человек способен найти свое место в мире и достичь успеха. 16 февраля пройдет открытый показ фильма «Только не падай» в Доме культуры города Новый Афон. Все желающие смогут посмотреть совсем новую и интересную картину. От чего зависит успех фильма? От содержания, качества съемки, подбора актеров, музыкального сопровождения и многого другого. Успех – клубок взаимосвязанных факторов, но дергает за ниточки в итоге только зритель. Шазина Ханагу, Джамбул Чхапеля, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 16 февраля на территории Абхазии с ночи до полудня местами возможен слабый дождь и туман. Температура воздуха ночью 6-11, днем 8-13 градусов тепла. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационный выпуск Амчевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.